Первый раз видела, чтобы папа плакал. Это было 23 июня 1941 года, когда в наш дом пришла женщина с повесткой. Я медсестра, поэтому была в числе первых, призванных на фронт. Обнялись крепко на прощание. Пронзила мысль. Возможно, я в последний раз обнимаю папу. На призывном пункте я встретила знакомых, приятельницу Машу и однокурсника Сережу, единственного парня, медбрата. Нас распределяли кого куда. Я попала в передвижной госпиталь. Мы шли вслед за войсками, бесконечным потоком принимая раненых. Девочки и парни-санитары, рискуя жизнью, вытаскивали их из-под обстрелов. Ползешь по грязи, с неба льет, над головой свистят пули, да еще сапоги эти огромные, натирают до крови. Но видишь только цель. Раненый солдатик в забытии кричит, не на помощь, не Бога призывает, а кричит только «Мама». Бывало и такое, что девчата, насквозь простреленные вражескими пулями, сами полегли рядом с теми, кого пытались спасти из-под пуль. Еще хуже – письма. Доктор остановит и попросит: «Деточка, помоги парню письмо маме написать». Присаживаешься рядом. Сквозь перевязку видны одни глаза. С мольбой просит: «Сестричка, напиши маме, что защищаю нас. Пусть не волнуется. За сына ей не будет стыдно. А так в порядке все. Немного ранен». Обеих ног у парня нет. Развивается гангрена. Я понимаю, что письмо мое, скорее всего, придет позже похоронки. Ну а вдруг случится чудо? Подруга Маша была направлена в эко-госпиталь, в тыл, на Урал. А Сережа в боях под Севастополем он вывез на санитарке из-под обстрела 107 раненых бойцов. Но сам погиб.